Приветствую всех вас любовью Христовой. Слава Богу, что у нас есть Дом Божий, Дом Отца нашего, где мы можем собраться вместе вот так в простоте, в любви, принятии друг друга. И давайте поднимемся на свои ноги, откроем свои сердца, свои духовные уши, очи и будем взирать на Него, простираться к Нему в хвале, в благодарении, в уповании, ибо только Он достоин хвалы и поклонения. Давайте будем поклоняться, и мы ожидаем, верим, что будет чудо приумножения. К концу прославления у нас будет полный зал. Во имя Отца и Сына Святого Духа да будет так. Аминь. Вся хвала Тебе, Господь, воспою в единстве, в Духе одном. Вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Господь, слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь, воспоем в единстве, в Духе одном. Вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Господь, слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь, воспоем в единстве, в Духе одном. Вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Господь, слава, аллилуйя
воспоем, видим всех в духе одном. Вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя Тебе, Господь. Слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, 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 вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала только Тебе, Иисус. Воздай Ему всю славу. Аллилуйя Тебе, наш Бог. На земле, в небесах, во всем вижу я Тебя. Ты открыл мои глаза, дал мне крылья летать. Навсегда в Твоей руке. Я с Тобой, в Твоей любви вовек. Пой, пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, Его присутствие свобода. Пой, пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, Его присутствие свобода. На земле, в небесах, во всем вижу я Тебя. Ты открыл мои глаза, дал мне крылья летать. Навсегда в Твоей руке. Я с Тобой, в Твоей любви вовек. Пой, пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, Его присутствие свобода. Пой, пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. С хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу Христа. Дай-то так. С хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу Христа. Пой со мной. С хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу Христа. Скажи со мной, скажи со мной. С хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу Христа. Пой, душа, пой, пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. Пой, пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь,
за Твою победу. Не унывай в любых обстоятельствах. Славь Господа. Аллилуйя Тебе, наш Бог. Подобного Тебе, Господь. Ты один такой, единственный, потому что никто так не умеет любить. Никто так не умеет принимать, как Ты, наш Бог. И мы каждый день взываем к Тебе, наш Иисус. И каждый день приходим к Тебе, Господь.
Все во мне взывает, все течет к тебе. Пусть меня расплавит Твоя любовь с небес, и я приду пред Твое лицо, преклонюсь, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. И я приду пред Твое лицо, преклонюсь, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. Во всех моих глубинах мне нужен Дух Святой, своей рукой веди меня и осияй собой, и я приду пред Твое лицо, преклонюсь, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей
преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. Господь, будь на престоле сердец наших, Иисус, не только на словах, но и на деле, Господь. Мы так хотим в каждом дне, чтобы Ты, Господь, защищал, окружал нас, Господь. И мы призваны благословлять тех, кто рядом, Господь. Да хранит нас Господь. Хранит пусть Тебя Бог, явит милость свою и благословит с Тобой пусть пребудет, даст сердце мир. Да пребудет с Тобой Бог, да презрит Он лицом Своим на Тебя защитой. Пусть будет, даст в сердце мир. Явит милость свою и благословит с Тобой пусть пребудет, даст сердце мир. Да пребудет Божья милость среди тысяч поколений в Твоем роде, в Твоем доме, в Твоих детях и в их детях. Да пребудет Божья милость среди тысяч поколений в Твоем роде, в Твоем доме, в Твоих детях и в их детях. Его слава пусть наполнит каждый вдох Твой, каждый выдох, каждый вход Твой, каждый выход. Он откроет, Он с Тобою, ранним утром, поздней ночью. Он Твой воздух, Твой источник. Когда плачешь, когда славишь, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит. Божья милость среди тысяч поколений в Твоем роде, в Твоем доме, в Твоих детях и в их детях. Его слава пусть наполнит каждый вдох Твой, каждый выдох, каждый вход Твой, каждый выход.
захочешь, когда славишь, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит. Хранит пусть тебя Бог, явит милость свою и благословит с тобой, пусть пребудет, даст сердце мир. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Славим Тебя, Отец наш Небесный. Благодарим за то, что Ты наше упование, Господь. Ты никогда не оставлял и не оставишь нас, Господь. Ты будешь с нами во все веки. Ради славы Твоей, ради имени Твоей. Мы сегодня собрались во имя Твое, как церковь, Господь, которую Ты создал на краеугольном камне. И Ты сказал, что врата ада не одолеют его. Мы голос Твой, Господь, в этом мире. Мы руки, мы глаза Твои, Господь, в этом мире. И сердце Твое бьется через наше сердце. Мы славим Тебя и уповаем, Господь. Ты сказал, Господь, чтобы мы, как церковь, молились. И сейчас мы все, как одна семья, Господь, одно тело. Мы, соединенные в одном духе, Господь, простираемся к Тебе в молитве. И Ты сказал в Слове Своем, 1 Тимофея, 2 глава, 2 стих. Молитесь за царей и за всех начальствующих, за всех находящихся у власти, чтобы у нас была возможность жить мирно и спокойно, в благочестии и достоинстве. Господи, мы уповаем, что Слово есть Твое, светильник стезей нашей, Господи. И когда мы высвобождаем с искренней верой, Господь, оно сбивается. И мы верим, Господь, что это Слово для нас не зря, Господь. Многие могут думать, зачем нам молиться за те начальства, которые не заботятся о нас, Господь, которые, может быть, идут против народа, Господь. Но это не так. Ты сказал, и Твое Слово верно, потому что сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочешь, Ты будешь направлять его. Так написано в Притчах, 21 глава, 1 стих. Мы славим Тебя и благодарим, что есть надежда, упование в Тебе, Господь, надежда вечной жизни. Иисус Христос, Ты есть источник нашей жизни. Мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою безмерную любовь и благодать, которая изливается каждое утро в наши сердца, в нашей жизни, Господь, преображая, Господь, все вокруг. И Ты сказал, что мы должны твердо стоять в Твоих словах, Твоих обетованиях, потому что Слово Твое говорит, и как Ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Господи, мы уповаем, мы провозглашаем каждое Твое слово, что оно есть истина, она есть и сила, она есть пища для нашей жизни. Мы славим Тебя, Господь, и благодарим, и благословляем наш город, в который Ты нас переселил. Мы благословляем Тебя, город наш Якутск, процветай. Пусть распространяются пределы Царства Божьего в этом городе. Мы молимся, чтобы каждый человек, каждая душа была искуплена Тобой.
чтобы каждый человек через Иисуса Христа обрел спасение в Иисусе Христе, пришел благодати вечной жизни. Славим Тебя и благодарим, благословляем, Господь, Твоих тружеников, Царства Твоего, наших пастырей, служителей, Господь, епископов, каждого, кто трудится ради Твоей славы, ради того, чтобы распространилась Твоя земля, чтобы расширялись пределы Царства Божьего. Мы благословляем каждого, кто предстоит перед Богом в простоте сердца и наполненный Его огнем Божьей любви. Мы благословляем, чтобы были вы непоколебимы в своих путях, потому что Господь за нас горой, потому что огонь Духа Святого, который был зажжен однажды в наших сердцах, он никогда не погаснет. Да будет во имя Твое та земля, в которой Ты стоишь, будет гореть огнем Духа Святого, как тот несгораемый куст, которым встретился Моисей. Славим Тебя и благодарим, Господь, и мы, как голос Твой, голос Божий, Церковь Твоя, высвобождаем мир во имя Иисуса Христа, мир во всех странах, мир во имя Иисуса Христа. Пусть все верующие всех стран, всей планеты объединятся и будет стоять в проломе молитвы за мир, за волю Твою благую, угодную и совершенную, чтобы она совершалась в наших жизнях, в наших городах, в наших странах и по всей земле. Господь, пусть придет свое царство, Господь, пусть утвердится оно на этой земле, и пусть да будет прославлено имя Твое во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. А я, дорогие вас, драгоценные братья и сестры, благословляю ваши сердца, чтобы оно было сегодня готово принять живое Слово Божьего Слова. Примите это семя и насадите в своих сердцах на благодатную почву, потому что Слово Божье, которое падает на благодатную почву, оно обязательно произрастает и приносит умножающиеся плоды. Пусть это будет так. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Драгоценные, у нас сегодня особенный день, потому что мы последнее воскресенье месяца всегда принимаем хлебопреломление, да? И поэтому это такое таинство, которое Господь нам оставил в пример. И Он показал, как это нужно делать. В тот день, как написано в Коринфянам, Он взял хлеб, возблагодарил Отца Своего и преломил его, и сказал: «Едите, это тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». И позже Он взял чашу и сказал: «Сия есть чаша, есть завет моей крови, пролитой за вас, сие творите в мое воспоминание». Что это значит для нас, драгоценные? Что мы имеем с вами такую привилегию, такую честь, такую чудесную возможность, которую Господь нам оставил, приходить к Его престолу. Мы можем причащаться к Его телу и Его крови. Мы можем соединяться с Его телом. Мы можем соединяться друг с другом. Мы по-другому не можем так соединиться, как через тело и кровь. Мы соединяемся, потому что мы церковь. Мы тело Христа, а Он глава церкви. И соединяясь, так мы соединяемся со всей Вселенской церковью. Это таинство, которое нельзя пройти. Это таинство, которое нас действительно объединяет, которое нам дает жизнь. И поэтому сейчас давайте встанем и помолимся, возблагодарим Господа. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за эту чудесную возможность, которую Ты нам даешь каждый раз, что мы можем вкушать Твое тело и соединяться, Господи, с Ним, соединяться с Тобой, и мы можем вкушать, Господь, Твою кровь. И мы это делаем с благоговением, с огромной благодарностью, Господь, всего того, что Ты сделал на кресте. Господь, Ты отдал свое тело на истязание, чтобы мы не болели. Ты, Господь, пролил свою кровь, чтобы смыть наши грехи, и мы не были наказаны. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, что ранами Твоими мы исцелились,
потому что Ты претерпел эти раны. Мы благодарим Тебя, Господи, за кровь Твою, в которой растворены все обетования Библии. И когда мы принимаем эту кровь, мы принимаем жизнь. Жизнь в крови. Мы принимаем Твою жизнь в себя. Мы принимаем вечную жизнь. Мы принимаем, и все оживает в нашей жизни, когда мы это делаем достойно. Благодарим Тебя, Господь. Славим Тебя. Преклоняемся пред Тобой. И пусть каждый из нас примет это как должно. С благодарением, благоговением, прославлением. Воспоминайте сейчас, прокручивайте, что сделал Иисус на кресте. И, как обычно, подходим по одному и принимаем вначале хлеб, а потом принимаем вино, кровь. Аминь. Вечная любовь Твоя с неба к нам пришла, жизнь свою на кресте за нас отдала. Вечная любовь Твоя подарила жизнь, заплатив своей кровью за мои грехи. Благодарю за любовь Твою. Благодарю за любовь Твою, благодарю. Вечная любовь Твоя с неба к нам пришла, жизнь свою на кресте за нас отдала. Вечная любовь Твоя подарила жизнь, заплатив своей кровью за мои грехи. Благодарю за любовь Твою, благодарю. Благодарю за любовь Твою, благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю Тебя, Иисус, благодарю, благодарю, благодарю Тебя, Иисус, благодарю. За любовь Твою благодарю, благодарю
за любовь Твою благодарю. Благодарю. Благодарим, Господь, Тебя за все. За все благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя. А сейчас мы приглашаем наших деток сюда, чтобы благословить их. Аллилуйя, Господь. Вся слава Тебе, Иисус. Вся слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы всем сердцем благодарим Тебя за наше наследие, за наших деток, которых Ты нам доверил, которых Ты нам дал. Вся слава Тебе. Господи, мы благословляем наших деток, которые сейчас здесь, которых сейчас нету с нами. Кто-то отдыхает, кто-то в пути, и мы благословляем. Благословляем, Господь, кто в пути, Господь, транспорт. Усмотри, Господь, все до мелочей, Отец. Благослови, Господь, каждого ребенка на этих путях. Господи, устройство благослови, здоровье благослови. Благочестивыми людьми их окружи, Господь. Также мы молимся за деток, которые, Господь, закончили учебу. Господи, да исполнится воля Твоя, Отец. Да поступят они туда, куда они хотят, во имя Иисуса Христа. Господи, также мы молимся за деток, Господь, которые просто закончили учебу. Кто отдыхает в лагерях, Господь, благослови, благослови, Господь. Также, Господи, мы благословляем наших детей, Отец, мудростью, чтобы она была от Тебя, Отец. Господи, пусть изольется благодать Твоя на них. Да, вера и любовь, Господь, просто умножится в этих сердцах. Пусть они ходят правильными путями, добрыми путями, делают тоже добрые дела. Господи, но самое главное, пусть познают имя Твое, Бога живого, потому что они и так знают Его, но чтобы они всегда, мы молимся о том, обращались к Тебе, Господь, чтобы искали лица Твоего, Отец. Воздаем всю славу Тебе, но самое главное, я думаю, что воля Твоя, Господь, да, и призвание их да исполнилось. Аминь. Спасибо, слава Богу. А теперь еще у нас есть одна часть нашего служения десятин и приношений. Мы это делаем, когда у нас есть понимание, когда сердце открыто, и мы все даем доброхотно, да? И у нас есть, можно вывести на экран номер карточки, где мы можем отправлять свои приношения, десятины, тем, что Господь нас благословил и что мы приготовили для Него. И хочется сказать слова благодарности тем людям, которые с мудростью распоряжаются с теми деньгами, которые мы приносим в Дом Божий. Благодарим за те дары, которые Ты высвободил на нашу церковь в наше время, что мы сегодня имеем устройство в нашей церкви. У нас мягкие полы, сиденья, все по-современному, все очень удобно. Слава Богу за нашего пастора, за Ларису, которая служит тем даром, который она получила от Господа. И всех других, которые помогают, которые поддерживают, которые всегда готовы помочь и у которых сердца открыты. Пусть Господь благословит все ваши начинания, пусть придет преизбыток в ваших делах, и пусть будут процветать дела ваших рук. Господь благословит. И сегодня мы попросим Любовь Николаевну поделиться словом. Пожалуйста.
драгоценные, вопросы, которые мы затронем сегодня, это не просто вопросы вечного спасения или гибели, но это также и практические вопросы, которые определяют нашу христианскую жизнь. И ключевое местописание, которое будем сегодня мы обращаться, из Нагорной проповеди Матфея 5 глава, 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». А тема называется «Праведность и закон. Точки соприкосновения». И начнем мы с вопроса к вам, драгоценные. Не стесняйтесь, поднимите, пожалуйста, руки те, кто считает себя таким же совершенным праведником, как сам Господь Иисус. Так, есть руки, но очень мало. А остальные? Тоже еще. То есть остальные у нас. Это вы так из скромности решили не поднимать руки? Или так из понимания? Ну, в конце поймем из чего. Незнание, что такое совершенная праведность Христа, дарованная людям, превращает их либо в лицемеров, подобных фарисеям, либо в таких людей, которые живут в постоянном осуждении. Они осуждают себя, потому что живут в рабстве греха. Праведность в широком смысле слова – это праведные поступки, и это правильное положение человека пред Богом. Праведность – это своеобразный пропуск в Царство Небесное, да? То есть как бы такое необходимое условие, чтобы там жить. Так как Иисус, мы знаем, учил, что Царствие Божье приблизилось, то, конечно же, у всех возникал естественный вопрос: а достаточно ли я праведен, чтобы войти в Его Царство? Стандартом праведности для еврейского народа что служило? Что служило? Народ смотрел на религиозных лидеров, на книжников и фарисеев, которые были элитой общества в то время. Они были уважаемыми людьми с высоким авторитетом. И в Израиле считали даже, что даже если кому-то двоим всего человекам суждено попасть в рай, то один из них будет книжник, а второй фарисей. Книжники – это толкователи закона, иудейские богословы. Они в совершенстве знали Писание. А фарисеи поставили своей целью исполнить весь закон. И поэтому, когда Иисус вынес свой вердикт, который мы только что сказали, Матфея 5:20, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное», наверное, повисла немая пауза. Слова Бога, они привели в изумление, в замешательство людей, и они недоумевали: а кто ж тогда вообще может попасть в Царство Небесное, если эти праведники недостойны войти в него? Логично? Всем было ведь хорошо известно, что фарисеи, они много постились, они много молились, они тщательно соблюдали обрядовый закон, они учили народ, они благотворили, они давали десятину от всех прибытков. Вы знаете, из перечисленного того немногие из нас могут этим похвастаться. Что же тогда было не так с праведностью книжников и фарисеев? И почему Иисус не только не отверг старый закон, данный через Моисея, а сам его исполнил в точности и пожелал возвысить и усовершенствовать его? Давайте вначале разберемся, о каком законе и о каких заповедях идет речь. Ведь само понятие «закон» часто звучит в наших устах как имя нарицательное. Согласны? Но на самом деле закон – это Божьи инструкции, это Божьи поучения, Божьи наставления. Закон, данным Израилю через Моисея на горе Синай, вначале был записан на каменных скрижалях, десятисловие, позже в пятикнижии Моисея, то есть Торе.
И в Исходе 20 главе с 3 по 17 стих можно, вы видите, пожалуйста, можно прочесть эти 10 заповедей. Вывели, да? Исход 20 с 3 по 17 стих. В первых 4 заповедях говорится об обязанности человека по отношению к Богу. И первая заповедь о многобожии, то есть да не будет у вас других богов пред лицом моим. Вторая заповедь об идолах, то есть запрещает преклоняться и служить идолам. Третья о клятве и благоговении пред Богом и Его именем. Четвертая о субботе, посвящать Богу 7-й день, и не только 7-й день, но и часть своей жизни. И следующие 5 заповедей, они говорят определяя взаимоотношения, которые должны быть между людьми. О послушании родителям 5, об убийстве 6, о прелюбодеянии 7, о воровстве 8, о лжесвидетельстве. И все они призывали к чему? Уважать ближнего и запрещать причинять ему какое-либо зло. И 10-я, последняя заповедь, она о любостяжении, запрет завидовать, то есть призывая стремиться к душевной чистоте, о чистоте мыслей, чистоте чувств и желаний. Как видите, закон Божий – это нравственный закон, который содержит основные моральные нормы. Такой же нравственный закон заложен Богом в душу каждого человека при рождении. Поэтому совесть человека обличает его, если он поступает неправедно. Таблицу 1, пожалуйста, вы видите. И в наше время эти Божьи заповеди также актуальны, ведь имеют они неприходящую ценность. Поэтому 9 из них повторены в Новом Завете. Исключение составила только какая заповедь? 4-я о субботе, она была отменена. Но она не была моральная, она была церемониальная, обрядовая. И даются в Новом Завете эти заповеди уже не как закон, данный через Моисея, а как закон святой любви к Богу и к своему ближнему. Дается как руководство к праведности для народа Божьего. Нет сейчас такого, что если не исполнил заповедь закона, будешь тут же наказан смертью. В этом огромная разница. В этом благость и милость Божья к нам. Скажите, а зачем Бог вообще дал людям закон? Зачем? Чтобы показать, соответственно, со словом, чтобы показать греховность человека и его неспособность своими собственными силами соответствовать совершенным нормам Божьей праведности. Закон никогда, дорогие, не был средством спасения. Его предназначение – вскрыть грех и привести людей к вере в Бога, ко Христу. Закон написано где-то водитель ко Христу, а конец закона кто? Христос в праведности всякого верующего. Это Римлянам 10:4. Что еще написано о законе в Слове Божьем? Во Второзаконии 4 главе 8 стихе Моисей пишет, что закон Божий и постановления Божьи справедливые. А в 6 стихе он говорит, что призывает просто народ хранить и исполнять эти постановления закона, ибо в этом мудрость и разум народа. Это был Ветхий Завет. А в Новом Завете апостол Павел говорит, что закон Божий добр, духовен, свят, и к нему у нас нет никаких претензий. Римлянам 7, 12, 14 стих. Так что засловить закон Божий – это точно не есть мудрость от Бога. В Писании речь идет не только о 10 заповедях. Считается, что еще 613 заповедей были переданы Моисею на Синае, и они записаны в Торе. Это 365 запретительных заповедей «не делай» по числу дней в году. И сколько заповедей повелительных? 248. То есть делай по числу органов человеческого тела, частей человеческого тела. Есть перечень этих заповедей, называется он по Маймониду,
И его можно спокойненько скачать в интернете и ради интереса прочесть. Мне было интересно, во всяком случае. Конечно, мы сейчас с вами не исполняем то огромное количество обрядовых заповедей, которые связаны с принесением жертв в храм, потому что храм уже другой совершенно, освящением храма, освящением служителей. Мы все священники теперь, с исполнением праздников, там, с кошерностью пищи и так далее. Но все, что касается нравственной стороны, отношения между человеком и Богом, отношения между людьми, эти заповеди драгоценные не только никто не отменял, но к исполнению их в Новом Завете предъявляются повышенные требования. Итак, совершенный Бог дал людям прекрасный, справедливый закон. И лучше этого закона никто не придумал за 2000 лет и не придумает, и не примет. Но и этот закон Божий ничего не довел до совершенства, согласно Писанию Евреям 7:19. Все дело в том, что закон не может дать людям жизни. Он не может животворить. А иначе бы праведность была от закона. Галатам 3:21. Галатам 3:21 можно вывести. Скажите, а какая была первая и наибольшая заповедь закона? Помните, как Иисус ответил юноше, законнику, который его спросил? Помните? Матфея 22 глава, 37-39 стих можно открыть. Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим. А вторая, подобная ей, какая? Возлюби ближнего твоего, как? Самого себя. Как самого себя? Это в Левитах впервые встречается в 19 главе. На сих двух, говорит Господь, утверждается весь закон и пророки. Вот что в основании. Так что и в 10 заповедях, и в этих основных заповедях закона, выделенных Иисусом особо, в центре стоят отношения. Отношения любви, драгоценные. К сожалению, религиозные лидеры Израиля за соблюдением буквы закона утратили понимание духовного смысла Писания. И они прежде всего заботились о соблюдении таких внешних правил, приличия, скажем так. Лицемерно выставляли свою праведную жизнь на показ, ища чего? Мирской славы, конечно. И от народа они требовали определенные стандарты святости, стандарты праведности, тогда как сами они этим стандартам не соответствовали. Они мало беспокоились о том, что происходит внутри их сердца, и не стремились к близости с Богом. Это о них Исаия сказал, пророк Исаия, что чтут языком, а сердце далеко отстоит от меня. Но Бог, как известно, смотрит куда? На сердце. И для Него более важны мотивы, а не видимые поступки. Господь неоднократно критиковал фарисеев и книжников. За что же Он их критиковал? Что они исполняли не все заповеди Писания, а в большей степени те, которые обрядовые, которые были на виду, за то, что не отменили некоторые прямые Божьи заповеди, а вместо этого прибавили к закону Моисея человеческие предания, притом много добавили этих преданий, и им отдали приоритет в исполнении. За то, что они неверно учили народ, и народ шел в погибель. За то, что они превозносили себя над народом, были горды, отделяли себя от народа, даже себе отдельные специальные одежды выделили, одевали, хотя об этом не говорится в законе Моисея. И какой же был итог этих лицемерных людей? Они себя считали праведными, а Господа Иисуса Христа виновным смерти по закону Божьему. Услышали, да? Это извращение закона, дорогие. А кого Бог вообще причисляет к праведникам от исполнения закона? В Библии об этом написано. Читаем. Иезекииль, 18 глава, 9 стих. Кто поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то есть верно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. И выше, с 5 по 8 стих, он перечисляет, в чем же проявляется праведность такого человека. Вот в чем она проявлялась. Если кто праведен, творит суд и правду, не имеет идола в своей жизни, не блудодействует, не ест идола жертвенного, благотворит,
поступает всегда честно, никого не притесняет, не наживается на ближнем своем и так далее. То есть он что делает? Он выполняет эти 10 заповедей и к соблюдению других постановлений Господа относится с почтением, старается их исполнить и соответствовать требованиям. Определение, что такое быть праведным, находится, мы можем прочитать также и в Евангелии от Луки, 1 глава, 16 стих. Оба они были праведными пред Богом. Открыли, да? Оба они были праведными пред Богом. Почему? Потому что поступали как? Безукоризненно. Безукоризненно, же написано, по всем заповедям и законам Иеговы. Это о ком говорится? Это о священнике Захарии и его жене Елизавете, родителях Иоанна Крестителя. Они были праведны, потому что безукоризненно все исполняли. Итак, праведность по закону – это строгое исполнение закона Божьего. И таким праведным по закону Господь, кроме сохранения самой жизни, обещал послать обилие земных благословений. Во Второзаконии, мы не будем открывать, в Второзаконии 28 главе с 1 по 14 стиха они перечислены. Это главенство, это плодовитость, это изобилие во всех благах, достаток, благословение дел рук, победы над врагом и так далее. А вот с 15 по 68 стих той же главы, 28 главы Второзакония, описаны проклятия, которые придут за непослушание и неисполнение заповедей Божьей. Это повреждения, несчастья, болезни, бесплодие, нищета, пленение другими народами, страх, безысходность и так далее. Бог каждому человеку дал право выбора: благословение или проклятие, добро или зло, жизнь или смерть. Скажу так, было к чему стремиться и было чего бояться. А как определить праведность человека? Определялась праведность человека до того, как закон был дан Моисею. Это ж после закона так определяли. А до закона как? По послушанию, драгоценные. По послушанию тому, что Бог повелевал человеку делать. Адаму и Еву что он сказал делать? Не вкушать от дерева познания добра и зла. Правда же? А они что сделали? Вкусили. Согрешили, потеряли праведность, святость. Первый грех – это грех непослушания. Иисус исполнил весь закон и пророков именно путем послушания закону. Как написано в Писании, непослушанием первого Адама погубило нас, а послушание второго Адама Христа спасает нас. А что же сейчас? Мы говорим, что нам не нужна собственная праведность, то есть праведность от закона, то есть праведность от дел, или другими словами, оправдание делами. А точно так же, как апостолу Павлу, нам нужна какая праведность? Праведность, которая приходит от Бога через веру в Иисуса Христа. То есть мы с вами нуждаемся в оправдании по вере. Филиппийцам 3:9, пожалуйста. Филиппийцам 3:9. Единственная праведность, приемлемая для Бога, это совершенство, которое Бог приписывает всем, кто принял Его Сына своим Спасителем. Римлянам 3:21. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. 22. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех. Обратите внимание, на всех верующих. Ибо нет различия. Дорогие, если вы истинно верите в Христа как Спасителя, то вы праведники. Божья праведность, которую явил миру Христос, это высочайший Божий стандарт. Это эталон, относительно которого оценивается все в этом мире. И мы получаем эту праведность Христа как? По благодати Божьей. Так? Получаем как дар небес, даром получаем, искуплением во Христе, но через веру. Точно так же получаем, как спасение, точно так же, как исцеление, освобождение. Римлянам 3:24, пожалуйста, выведите. Я вам еще проще объясню, если кто-то не понял.
Приговор суда какой обычно бывает? Виновен или не виновен, то есть оправдан. Мы, согласно вердикта праведного суда Бога, после грехопадения первого человека были все виновны, дорогие. И в чем наша вина была? Все согрешили, все лишены славы. Но когда была принесена жертва умилостивления за наши грехи, и Христос смыл эти наши грехи своей кровью на кресте, то есть понес наказание, умер вместо нас, то последовал иной приговор суда Божьего. Мы невиновны, мы оправданы. И праведность Христа Бог вменил всем людям по своей милости и благодати. Всех людей Бог простил 2000 лет назад, и всем людям Он дарует спасение. В этом и есть благая, радостная весть. В этом, дорогие. Но если все люди приняли Божье, но не все люди приняли Божье оправдание и спасение. Для того, чтобы это случилось, с нашей стороны нужно выполнить всего одно условие. Какое? Какое условие? Истинно, совершенно верно, истинно поверить в это. Итак, мы получаем праведность по благодати, получаем ее как дар бесплатно, но посредством веры. Оправдание делами и оправдание по вере – это две противоположные крайности, две концепции. Те, кто будут придерживаться первой из них, оправдания делами, придут неминуемо в тупик. Попадут под проклятие закона, впадут в религию, отпадут от благодати Божьей. Почему? Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Это Римлянам 3:20. Все, думаю, его знают наизусть. Все равно вы видите, Римлянам 3:20. Закон, он обличает и осуждает человека. Он не оправдывает человека. Вся наша праведность, как запачканная одежда, пишет пророк Исаия. Это не значит, что Бог пренебрегает нашими добрыми делами. Вовсе нет, дорогие. Мы призваны с вами делать добрые дела. Но не просто добрые дела, а добрые дела ради Христа. И мир делает добрые дела. Ради Христа, во славу Бога. И мы должны быть ревностные к этим добрым делам, как написано в Титу 2 главе. Но нужно нам с вами четко понимать, что никакие добрые дела нас не спасут. И они нас не сделают праведными пред Богом. Те, кто придерживается второй концепции оправдания по вере, независимо от дел закона, как написано в Римлянам 3:28, также, пожалуйста, Римлянам 3:28, могут пойти двумя путями – верным и неверным. Неверный путь, когда проповедуется вседозволенность и отрицается необходимость исполнения заповедей. Эта доктрина называется противозаконием. Ее сторонники считают, что живут в такой полной свободе, но на самом деле они продолжают жить под грехом своих пороков, в которых не освободились. То есть они живут в непослушании и обольщаются, что они живут под благодатью Господа. Но согласно посланию апостола Павла Титу, это не совсем так. Они не живут по благодати. Титу 2, 11-12 стих, давайте выведем. Титу, послание Титу. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас». Смотрите, чему учит благодать? Перечисляем. «Чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Увидели, да? Благодать. Истинное Евангелие, благодать Божья учит святости, а не вседозволенности. Учит подражать Христу. 1 Петра 1:15. «Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках». Так что путь вседозволенности ведет к отступничеству, так как грех отдаляет человека от Бога. Любой грех, он что делает? Он прячется от света, он находится во тьме. Помните, Адам согрешил и что сделал? Спрятался тут же от Бога.
близко к этому течению и учению благодатчиков, кальвинизму. Они, хотя и не проповедуют вседозволенность, но тоже отрицают грех и необходимость исповедания греха, выступают против любых дел. Их позиция: Христос уже все совершил на кресте, всю работу, и никаких больше дел от нас не требуется. Оправдание только верой. Да кто же против? Конечно, да и аминь. Оправдание только верой, а не делами. Но благодать драгоценная, она не действует, когда человек ничего не делает, а просто сидит и ждет, что за него все сделает благодать Божья. Не сделает. Не сделает. И это не спасительная вера, а скорее всего это простое соглашение ума с фактами, что Иисус Христос жил, был распят за наши грехи, и мы теперь праведны по благодати через веру. Такая вера драгоценная, она не спасает и она не оправдывает. Истинная спасительная вера обязательно проявляется реальными праведными мыслями и праведными делами, исполнением повелений и заповедей Божьих. И мотив исполнения будет не заработать праведность и спасение, а мотив какой будет? Любовь к Богу и послушание тому, кто умер за нас. Иоанна 14:21. Повесьте себе где-нибудь на видном месте: кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Это очень хороший стих. И второй верный путь оправдания по вере. Это когда, кроме полного упования на то, что сделал Иисус на кресте, человек подчиняет всю свою жизнь Христу. Имеет понимание, что хотя законы не оправдывают, и им нельзя спастись, однако признает обязательность нравственного закона для верующих, повинуется ему как уставу и даже утверждает его, что соответствует Писанию, Римлянам 31 об этом. Правильное понимание праведности по вере и можно характеризовать так. Табличку вторую можно вывести. Мы оправданы по вере и живем в Царстве Божьем, поэтому старательно исполняем законы и заповеди нашего Царя во славу Его и за любви к Нему. Правильно это? Правильно. А если мы скажем: мы старательно исполняем Божьи законы и заповеди, поэтому оправдаемся делами и войдем в Царство Небесное. Это, драгоценное, неправильное понимание, и это обесценивание жертвы Христа. Даже если мы сюда добавим, что оправдаемся верой и делами, это ничего не поменяет, потому что оправдание, оно только по вере. Если было возможно оправдаться делами, Бог бы не отправил своего Сына Иисуса на крест в жертву умилостивления. Так что же, дела вообще не нужны? И правы те, кто отрицает их? Нет. Истинная вера и дела, они неотделимы. Вера, она выражается через дела. Да, дела праведности не причина нашего спасения, а лишь следствие, плод спасения. Но они, эти самые дела, свидетельствуют об истинной вере. Еще раз, человек спасается верой действующей, верой деятельной, а не делам и вере. Вера действующая – это когда всегда есть наше личное, осознанное усилие, без которого просто нет христианства. И если мы этого не поймем, то легко можем попасть в ряды или законников, которые все хотят своими силами и своими делами достиг Христовой праведности, или антизаконников и их разновидностей, то есть бездействовать и тешить себя тем, что обилие благодати все сделает. Давайте посмотрим отличия праведности по закону от праведности по вере. Табличку 3, пожалуйста, на экран. Драгоценная, я думаю, что пища такая твердая, хотя мы вроде бы все это понимаем, но нужно, чтобы пришло откровение, чтобы вы не притыкались, чтобы вы совершенно четко могли ответить на любой вопрос и для себя, и для тех, кто рядом с вами. Обретение праведности по закону достигается каким путем? Там написано: собственными усилиями. Праведность от закона собственными усилиями. Читать умеем? Читать. А праведность по вере – это дар по благодати Божьей.
Корни мотивации разные. У праведников от исполнения закона – это страх быть наказанным за непослушание смертью, страх попасть под проклятие закона, да? А у праведников по вере в Спасителя мотив исполнения заповеди – жить в послушании из-за любви к Господу. Третье отличие. Период действия праведности по закону и праведности по вере, он разный. Поясню. Праведность по закону только тогда действует, когда человек строго следует букве закона. А если человек нарушил закон, становится беззаконником, все добрые дела, которые он до этого делал, не припоминаются ему, и его ждала смерть. Если соблюдал закон, уходил от греха, поступал праведно, становился праведником и жил. Для тех, кто пишет местописание, это Иезекииля 18 глава, 21 и 24 стих. Яркий пример того, что я сейчас сказала, это царь Давид. Мы не будем перечислять и вспоминать те грехи, которые совершил Давид, все вы их хорошо уже знаете. Но в псалмах мы видим, что Давид искренне раскаялся пред Богом и ходил за тем Божьими путями. И как следствие, в подтверждении уже сказано, Бог простил грехи Давида и назвал его мужем по сердцу своему. Он праведник. Праведность же, данная нам по вере в Иисуса Христа, действует постоянно. Услышьте, постоянно. Это дар благодати, его у нас Господь не забирает, как только мы согрешили в чем-то. То есть так не бывает, драгоценные, что вот сейчас вы праведные, а через час согрешили, уже стали неправедные. Нет, нет. Вы какие были праведные, такие и остались. Теперь праведность Божья – это наша позиция во Христе. Это наша одежда. Это наша непробиваемая броня с вами. Это наша природа. Как раньше была греховная природа, так теперь природа праведности. Поэтому мы с вами 24/7 можем быть у престола благодати и милости. Иначе мы там с вами не могли быть. Четвертое отличие. Цели праведности разные. У праведников исполнения закона, какая цель исполнения закона? Уже сказали. Сохранить жизнь, получить с помощью праведности такой обилие земных благословений, земных благоденствий и не подвергаться действию проклятия за непослушание, неисполнение. А у праведников по вере в Иисуса какая цель? Это уже не цель, она другая, скажем так. Да? Речь уже здесь не идет, чтобы сохранить земную жизнь. Никто нас за то, что мы нарушили заповедь Божью, не убивает. Или убивает? У нас уже никого не было. Вот. Конечно же, никто нас не убивает. И благословение мы с вами уже не зарабатываем. Или зарабатываем. Вот сегодня помолился, Бог меня благословит. Да нет, конечно же. И проклятие Господь сам забрал на древо. Так зачем нам с вами быть праведными? Праведность по вере дает нам великое преимущество всегда быть в Божьем присутствии, драгоценные. И цель праведности по вере – это максимально приблизить нас к Богу, иметь с Ним личные отношения. Вот цель. Вот цель. Вы знаете, я сегодня читала Исайя 53 главу, и там обратила внимание на стих 11. Если вы видите, нет, я так по памяти вам скажу, что через познание Его Он, то есть Иисуса, Он, праведник, оправдает многих. Познание, близость, через близость, драгоценные, Он оправдает многих. Именно по близости с Богом мы можем вынести силу, получить благодать, чтобы жить праведно, преодолеть все искушения. Истинные праведники по вере – это не только мы с вами, новозаветные верующие, но это и те герои веры, о которых мы читаем в Писании, и многие из них упомянул Господь в Евреях 11 главе. Все истинные ветхозаветные праведники, потому они и были праведны, что веровали в грядущего Спасителя. Как теперь мы с вами веруем в уже пришедшего Иисуса Христа. Енох, и Авраам, и другие, они ходили пред Отцом в откровении Сына, точно так же, как мы с вами ходим.
Что Иисус сказал? Что все Писание о Нем. Все Писание о Нем. Иисус – единственный путь спасения. И в Ветхом Завете эти праведники жили по духу Нового Завета. А фарисеи и книжники не имели об этом духе никакого понятия. Они гордились исполнением одной буквы закона и совсем забыли самое главное, что без веры в Спасителя нет спасения. И пятое отличие, его нету там в табличке, праведности, согласно Матфея 5 главе, праведность по вере должна быть выше, то есть должна превзойти праведность по закону. Новая заповедь, которую дал Иисус в Евангелии от Иоанна, 13 главе 34 стих, звучит так, как новая заповедь. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы любите друг друга. Вы услышали разницу? В этой новой заповеди говорится о более высоком уровне любви, чем в царском законе. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Себя люди могут не любить. Они над собой могут издеваться. Они себя могут и жизни лишать. А вот любовь Господа к нам – это неизменная, безусловная, вечная, доказанная на кресте, не поддающаяся разумению. Иисус жизнь отдал за нас. Вот как Он нас возлюбил. И нас призывает поступать так же. С приходом Иисуса настало время высших заповедей, чем было ветхозаветное время. И это справедливо, драгоценные. Ведь верующим дан что? Дух Святой. Дана преизобилующая благодать, сила Божья дана. И нам даны обещания совсем другие. Какие нам даны обещания? Как небеса, усыновление, единство с Богом, соучастие в славе, царствовании, в наследии. Сравните с тем, что было обещано праведнику по закону. Что там было обещано? Земные блага. Все. Иисус на горной проповеди 6 раз повторяя слова. Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. Господь таким образом противопоставляет то, чему религиозные лидеры учили народ, тому, чего ожидает от них Бог. Он раскрывает духовное значение закона, показывая, что истинная праведность – это не просто следование букве закона. Таким образом, Иисус устанавливает более высокий стандарт, чем тот, который был установлен законом Моисея. Этим объясняется сказанное им, что фарисейской праведности недостаточно, чтобы войти в грядущее царство. Теперь нужно нам с вами не только исключить все то плохое, но и превзойти все то хорошее, что было у книжников и фарисеев. Они заботились только о внешнем благочестии, а мы должны заботиться о чем? О внутреннем, о чистоте своих сердец, о неоскверненной совести, о добрых помышлениях. Они искали славы и одобрения у кого? У людей. А мы должны что делать с вами? Стремиться быть прежде всего в воле Божьей и угождать Ему. Они учили, но сами так не жили, как учили народ. А мы с вами должны и учить правильно, и жить так, чтобы наши дела, они не расходились с нашими словами. Они гордились своими делами благочестивыми и надеялись на них получить праведность. А мы что должны уповать? Только на праведность Христа, только. И выполнил все, отвергнул себя и сказать: мы рабы, ничего не стоящие, не имеющие, то есть, никаких заслуг, не зарабатывающие ничего благодаря своим делам и каким бы то личным качествам. Дорогие, даже наше безукоризненное послушание не сможет сделать нас праведными. Послушание – это просто наш долг, и не более того. Иисус поясняет ученикам, каким образом их праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Он затрагивает разные сферы и стороны закона. И я предлагаю вам в Матфея 5 главу пройти вот с 19 стиха до конца. Кратко пройдемся. Иисус требует от своих учеников тщательно хранить закон и указывает им на опасность пренебрежительного, неуважительного отношения к нему. Матфея 5, 19 стих. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших,
тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. 22 стих, 21-22 стих тоже на экран, пожалуйста. 21-22. Теперь уже не только убийство грех, но и необоснованный гнев грех, и оскорбление это грех. Гневаешься на брата напрасно и сказавший брату рака или безумный, это то же самое, что убить человека теперь. То есть мы должны будем дать отчет не только за дела, но и за слова, и даже за свои чувства. Следующие 4 стиха с 23 по 26 говорят о том, что даже жертва не будет приятна Богу, если прежде не последует наш акт примирения с братом, если тот что-то против нас имеет. И звучит далее призыв: мириться с соперником своим как можно скорее, не доводить дело до суда. То есть требуется чистота совести, чистота сердца. Далее с 27 по 30 стих, что смотреть на женщину с вожделением – это равно прелюбодействовать с ней. То есть грех в мыслях – это такой же грех. Бог знает все наши мысли. В мыслях также требуется драгоценная чистота и строгость. Закон наказывает за уже совершившееся действие, за дело, да? Вот сделал, наказали. А Евангелие за что? За намерение, за желание. Критерии мы видим явно выше. Помните историю в Иоанна, она описана, когда к Иисусу привели женщину, которую застали в прелюбодеянии, да? Вот. И что должен требовать закон? Ее надо было побить камнями. Но что Иисус, как Он поступил? Он явил милость, милосердие свое. И Он желает, чтобы мы с вами точно так же делали, научились от Него и были милосердны. 31-32 стих. Разводиться теперь можно только если есть измена, а не когда влюбился в другую женщину. То есть разводная налево-направо уже не пройдет. И кто женится на разведенной, тоже прелюбодействует. Греховные страсти, греховные вожделения, плотские похоти должны быть у нас под контролем разума и совести. Иисус таким образом Он восстанавливает как бы самое первоначальное понятие о брачных узах, потому что его извратили. 33 по 37 стихи. Раньше был запрет на дачу ложных клятв, поспешных клятв и нарушение клятв и обетов. А сейчас запрет на саму клятву. Наше слово должно быть всегда твердо: да или нет. 38-39 стих. Раньше месть была око за око, зуб за зуб. То есть нельзя мстить более, чем получил урон. Тебе глаз выбили, и ты выбей глаз. А теперь повеление не противиться злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Теперь долг обиженного простить причиненное ему зло. И если мы будем побеждать зло добром, это станет свидетельством для этого мира, драгоценное, что у нас более благородные законы. 40 стих. «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». То есть теперь нужно сделать сверх того, что положено по закону. И вообще христиане не должны быть мелочными. 41 стих. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Первая миля, поприще, являлась обязанностью. В римском законе оно было прописано. А вот вторая миля, она проявляет любовь. И любовь, идущая от сердца, она делает в 2 раза больше, чем того требует обязанность даже нравственно-морального закона Божьего. 42 стих. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». То есть о чем? Мы должны быть милосердны, щедры, великодушны и делать своим ближним всякое добро, какое в наших силах, драгоценные. 43 по 47 стих идет речь о любви к врагам. В этом весь закон. Понимаете? Вот если мы научимся любить и врагов, в этом весь закон.
Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. То есть не то, что ненавидеть, но даже оставаться равнодушным к врагу мы не имеем права, потому что мы должны их любить. А это возможно только если есть близость с источником любви, агапы, с Господом, чтобы можно было наполниться и затем переливаться в других. Только с помощью благодати это возможно, драгоценное. Никогда мы это не сделаем своими силами. И наш долг просто уважать, почитать всякого человека, замечать все доброе, лучшее, что в этом есть, даже если это враг, быть сострадательными, доброжелательным к нему. Мы разбирали этот стих в прошлый раз, останавливаться не будем. В заключении 48 стих написано, что мы должны быть совершенны, как совершенен Небесный Отец. Вот настолько наша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Быть совершенными, по сути, что это значит? Стать Христоподобными. Дорогие, Христос, а не закон, образец для нас, верующих. Слышали? Христос – образец. Вот как Он вел себя, так и мы должны вести. Мы должны подражать Ему, особенно в Его благости и милосердии. Луки 6:36. «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Видите? Прямой призыв. Вот планка, которую поставил Бог, чтобы мы превзошли праведность книжников фарисеев, воспитанных на законы Моисея. Поступать так в этом мире, как Он поступал. Не занимать позицию человеческой справедливости. Еще раз скажу, мы не должны занимать позицию человеческой справедливости, но поступать по милосердию, как писал и апостол Павел в Ефесянах, поступать со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг от друга любовью, поступать достойно звания, в которое мы призваны. А мы призваны быть званием каком мы? Хорошо, каждый подумайте, в каком мы звании. Ефесянам 4 глава, 1-2, это я зачитала. Краткий итог, табличка 4. Итак, праведность по закону вменяется за безукоризненное исполнение Божьих законов, повелений и постановлений. И проявляется она правильным поведением в соответствии с этим требованием закона. Праведность по вере вменяется по благодати, через истинную, спасительную, деятельную, действующую веру в Спасителя. Проявляется правильным положением пред Богом и делами праведности. Мы с вами, драгоценные, получили совершенную праведность Христа, как дар, по благодати, по вере в Него. Мы оделись в эту праведность Христа. Теперь Бог видит нас с вами абсолютно праведными по вере в Его Сына. Поэтому на вопрос, кто здесь праведный, как Христос, я верю, что в следующий раз весь зал, а здесь все уверовавшие, поднимут свои руки. Поднимите? Вот. Дорогие, у нас такая же праведность, как и у Иисуса, потому что она Его, а не наша. Мы праведны, как Иисус, по положению, но по жизни еще учимся творить правду, черпая силу из близости с Богом и следуя Его повелениям и заповедям. Согласны? Вы что-нибудь для себя взяли? Слава Богу, драгоценные. Ходите. Это то, что Бог нам дал. Праведность. И мы должны ходить соответственно и жить соответственно. И эту благую весть нести людям. Поэтому благословляю вас смелостью, дерзновением, любовью к Богу и послушанием. Аминь. Драгоценные,
те, которые в зале, я подходила, вот у нас новенькие, у нас тут есть братья и сестры Сунтар, мы очень рады вас видеть, поднимите руку. У нас есть другой церкви, вот у нас там на этом Сара сидит с этим, тоже мы рады вас всех видеть. Еще там приехали у нас люди, но я не вижу новеньких, поэтому не предлагаю никому, чтобы приняли Христа. Но вдруг кто-то из вас, что я не назвала, все-таки вы хотите примириться с Богом, и вы не примирились до этого времени, ну вдруг вы не примирились, а мы можем вас повести в этой молитве и помочь вам. Или мы все оправданы Господом и спасены. Аминь. Ну, слава Богу, с миром Божьим тогда. Что у нас еще? Спасибо большое за слово. Это огромный труд, когда вот составляешь таблицы, все надо сверять. И слава Богу за ваши труды, Любовь Николаевна, пусть Господь вас обильно благословит. А нам хочется, чтобы мы еще раз прошлись по этой проповеди, чтобы забрали себе то, что нужно, и пусть наша жизнь будет жизнью с избытком во Христе Иисусе. Будьте благословенны. Будем петь. Давайте еще раз прославим Господа нашего. Во всем вижу я тебя, ты открыл мои глаза, дал мне крылья летать, навсегда в твоей руке. Я с тобой, в твоей любви вовек. Пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. Пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. На земле, в небесах, во всем вижу я тебя. Ты открыл мои глаза, дал мне крылья летать, навсегда в твоей руке. Я с тобой, в твоей любви вовек. Пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. Пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, в Его присутствии свобода.
входим в победу, с хвалой мы входим в победу Христа. Да, это так, с хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу Христа. Пой со мной. С хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу Христа. Скажи со мной, скажи со мной. С хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу, с хвалой мы входим в победу Христа. Пой, душа, пой, пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. Пой, пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. Пой, душа, в каждом дне нашему Господу, вся хвала только Ему. Аллилуйя тебе, наш Бог!